Мы находимся в музее истории науки Якутии имени профессора Георгия Прокопьевича Башарина. Наш музей призван отразить в своей экспозиции, собирать материал об истории академической науки в Якутии, начиная с первых экспедиций Академии наук, которые проходили на территории Якутии с XVIII века, и заканчивая нашими днями, и вот показать эту замечательную, интереснейшую историю как единый процесс. Наш музей носит имя Георгия Прокопьевича Башарина. Это один из крупнейших корифеев нашей науки. Это ученый-историк, профессор, первый из Якутии доктор исторических наук. История науки в Якутии имеет свою очень продолжительную и очень богатую историю. И мы здесь стараемся осмыслить этот процесс именно с точки зрения его исторического значения и его значения для культуры Якутии, культуры России вообще. Ну, тут нужно сказать, что история Якутии вообще неразрывно связана с историей нашей Российской Академии Наук. И вот Российская Академия Наук была основана, как известно, в 1724 году по указу императора Петра Великого. И вот уже с тех пор история Якутии связана с Академией наук. Якутия становится объектом исследования, становится местом, где работали очень крупные, известные научные экспедиции, такие как экспедиция под руководством Беринга, вторая Камчатская экспедиция, в составе которой работал специальный академический отряд, экспедиция Александра Федоровича Миддендорфа в 1842 году, экспедиция Ивана Дементьевича Черского и целый ряд других не менее известных и значимых научных мероприятий. Ну и кроме того, конечно, мы всегда говорим о том, что создание системы научных учреждений в Якутии планомерное уже здесь, в Якутии, началось с большой комплексной экспедиции Академии наук СССР 1925-1930 годов. И здесь нужно сказать, что это очень масштабное, беспрецедентное, на самом деле, научное мероприятие было связано с первыми шагами нашей Якутской республики. Представитель Якутской республики в Москве Максим Кирович Амосов в 1924 году обратился в Академию наук с предложением исследовать Якутию разносторонне, в сжатые сроки, с тем, чтобы выявить потенциал производительных сил Якутии, чтобы получить именно надежные данные, опираясь на которые можно было бы планировать развитие экономики, социальной сферы республики, ну и вообще строить республику как новую общность, новое государство. Таким образом, мы стараемся подчеркивать, что деятельность Академии наук, она сыграла такую роль, собственно, в создании нашей республики в том виде, в каком мы ее знаем, с ее, экономикой, с ее богатствами, разведанными, изученными и так далее. Это все тогда уже начиналось и планировалось. И уже тогда они
значит, ставили целью не только вот, ну, получить, собственно, научные данные о природе, о населении и так далее, но и в процессе даже экспедиции уже создавать здесь научные кадры и способствовать развитию не только экономики, но и культуры. Так, например, в процессе вот этой экспедиции амосовской создавались постоянно действующие научные учреждения, такие как метеостанции. Значит, был создан научный отдел нашей республиканской библиотеки, была оказана помощь нашему музею якутскому, были, значит, специально по ходатайству вот, комиссии академической подарены республике картины. В процессе вот этих работ вырос целый ряд, значит, научных кадров из местного населения. То есть эта экспедиция была не только вот по самим своим научным результатам, но и по самой своей деятельности имела огромное значение для Якутии. Наш Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, в составе которого действует наш музей, является старейшим научно-исследовательским институтом Якутии. Он был основан еще в 1935 году при Совете народных комиссаров Якутской республики, и он тогда назывался Институт языка и культуры. Ну, Институт языка и культуры, созданный в 1935 году, как я сказал, имеет свою очень богатую, значимую историю. Ну и он имеет, кроме того, и очень интересную предысторию. Вот его первый директор и создатель Платон Алексеевич Оюнский, который является основателем якутской советской литературы, первым ученым-филологом, одним из организаторов Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Это вот был человек, который вот в то время являлся общепризнанным лидером тогдашней нашей интеллигенции. И вот еще до создания института он возглавлял целый ряд учреждений, в частности, он инициировал и возглавил еще в 1925 году научно-исследовательское общество Сахак-Эскеле. Вот это общество было создано не случайно, именно в 1925 году. Сам Платон Оюнский был в то время председателем ЕЦИК, то есть, ну, можно сказать, первым лицом нашей республики. И вот он же возглавлял вот это научное общество. То есть это говорит вот опять же о значении, которое придавалось науке всегда в нашей республике. И вот это общество было призвано, значит, консолидировать тогда немногих ученых, деятелей, литературы и так далее, именно вокруг научно-исследовательских задач. И кроме того, уже тогда говорилось о том, что это общество призвано, значит, оказывать содействие вот этой самой предстоящей экспедиции Академии наук. Ну и в итоге вот именно так и получилось. В дальнейшем Оюнский возглавлял, был наркомом просвещения республики, был редактором нашего первого журнала «Чолбон». И вот таким образом институт, его создание было вот тем историческим моментом, когда вот не только создавалось новое учреждение, но и вокруг этой идеи, значит, подводился определенный итог, и вот объединялись тогдашние вот научные культурные силы нашей Якутии. И вот уже после Великой Отечественной войны в 1947 году
на территории СССР стали создаваться на местах базы Академии наук. И вот одна из таких баз была создана в Якутске. Якутская научно-исследовательская база Академии наук СССР. Значит, ходатайствовали о создании этой базы, значит, руководители нашей республики, в частности Илья Егорович Винокуров, а постановление о создании базы якутской подписал зампредседателя Совнаркома СССР Вячеслав Молотов. И вот с этого времени научные учреждения уже стали создаваться в Якутии как постоянно действующие учреждения. Значит, в 1949 году база Академии наук стала именоваться Якутский филиал Академии наук СССР. К этой базе в 1947 году был присоединен институт наш, Институт языка, литературы и истории. А в дальнейшем был создан целый ряд научных институтов. За эти годы, начиная вот с 1947 года, в Якутске, в Якутии был создан значительный потенциал, значит, научных учреждений и научных исследований ученых и целых научных школ.